в этом интервью, про которое вы говорили, я имею в виду последнее интервью Измайлова и Исхакова, да, где они приводят исторические сведения относительно этнонима татар, что говорят, что татары – это самые древние в источниках, так скажем, этноним, народ и так далее. У Измайлова, по-моему, даже, если не ошибаюсь, выходила статья, где он самый такой, как бы, ну, на данный момент раннее упоминание этого этнонима связывает с народом Жужани. Вот. Это эпоха, это время, это Центральная Азия, Монголия территория, Северный Китай сейчас. Период, связанный как раз вот с падением уже хунской державы и как раз время, которое предшествовало становлению первого тюркского каганата. Это такая, как сказать, степная вольница, да, Жужани. И вот там он говорит, вот наши предки первоначально появились там. Но если посмотреть антропологически, то и генетически никакой связи этих, так скажем, жужжаний и более поздних центральноазиатских племен, которые носили этноним татар. Кстати, в китайских источниках они упоминаются как шевей. Так вот, они никакого отношения к современным средневолжским татарам не имеют. Эти потомки этих, так скажем, племен и родов, которые носили этноним татар, до сих пор встречаются в родоплеменном той структуре, родоплеменном составе народов вот, внешней Монголии, или сейчас это Республика Монголия, да, внутренней Монголии, это автономный округ на севере Китая, в Бурятии, среди бурят это есть. Есть они среди, и, кстати, в Афганистане среди хазарийцев. Это как раз потомки тех воинских контингентов, которые туда пришли вместе с Хулагу во время его завоевания Ближнего Востока, и там остались. Вот. Так вот, я хочу сказать, современные так называемые средневолжские татары или казанские татары, те же мишары, они никакого отношения к этим самым центральноазиатским татарам не имеют. Это можно посмотреть на сайте genophon.ru, где это все показано. Вот. Поэтому это, конечно, такое натягивание, так скажем, попытка натянуть сову, как говорится, на глобус. Ну ладно, дальше идем. Теперь вот необходимо вот привести разъяснение относительно термина татар в русских источниках, ну, древнерусских, там, средневековых русских источниках. Да? Один из крупнейших знатоков арабографических памятников эпохи Золотой Орды и постордынских ханств Илья Васильевич Зайцев совершенно четко заявляет в своем интервью, кстати, он его давал его порталу «Миллиард татар», где он сказал, что термин татар не имеет четко этнической привязки. То есть не обозначает народ ни в эпоху Золотой Орды, ни в постордынский период. То есть, когда мы встречаем обозначение татар, речь не идет о конкретном народе вплоть где-то до 17-18 века. Кроме того, очень интересно, что в источнике 18 века Умдет аль-Ахбар аль-Крыми, крымского происхождения, да, татарами называют не только тюркские какие-то народы, но и калмыков, булгар и даже легендарных яджуджи и маджуджи. И чеченцев. Ну, возможно, да. Наверное, ни у кого не будет сомнений в том, что опять речь идет не о каком-то конкретном народе, да, таким образом не о каких там златоордынских татарах или о татарах Астраханского ханства, то есть о народе с таким названием, самоназванием, да, эндоэтнонимом, вновь говорить не приходится. Что же касается вот, наполнения термина татара в русских источниках, мне вот хотелось бы обратиться к статье Мурата Наурузгалиевича Здыкова, это доктор исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана Западно-Казахстанского университета. Статья называется «Формирование яицкого уральского казачества в 16-18 века. Мифы и реальность»,
где автор приводит архивные данные, из которых следует, что татарами в те времена значит, называли не только там крымских тюрков, да, или юртовских нугаев, но и калмыков, черкесов, туркмен и другие народы, которые проживали, так скажем, к востоку от Руси, от России, и были как бы чужеземцами. Но здесь можно, так скажем, сделать такую аналогию э, для тех же самых вот древних римлян, да, когда они называли всех народов, которые проживали за пределами Римской империи и были не инкорпорированы в нее, не приобщены к римской культуре и так далее, их всех называли они варварами. Когда слово «варвар» не было таким оскорбительным словом, а это обозначало понятие как чужеземец, чужой и так далее. Так и здесь. То есть термин татар он применялся для ряда восточных народов различного происхождения. Как термин немец для этих западных европейских народов. Или фряги для южноевропейских народов, жителей там этой, как его, Италии и так далее. Да, я вот по генетике вспомнил одно видео тоже. Но я ютубер, поэтому по видео только рассуждаю. Олег Балановский лекцию читал о генетике татар и высказал такое мнение, ну, то есть не мнение, а доказанный факт, что все так называемые татары, сибирские татары, казанские татары, крымские татары и другие там целая куча татар, да, они все генетически отличаются, то есть разные популяции людей. И в то же время Искандер Измайлов, он там был на этом, выступал и противоречил ученому с мировым именем на самом деле. Вот. То же самое они против кого? Трипавлова Вадима Винцеровича. Кстати, Балановский тоже умер, пусть земля им пухом будет. Винцерович Трипавлов тоже умер, поэтому они хвост поднимают, я думаю, скорее всего. Вадим Винцерович Трипавлов, кстати говоря, говорил по одному из их доводов, что типа писали же, астраханские татары писали, что они татары, в письмах к Ивану Грозному. Тогда, ну, вообще посольство, по-моему, да? Посольские книги, по-моему, были, да, собственно. Вот эти письма в русском переводе звучали как вот татары, там, мы там подписываемся как татары и так далее, пишут. Вадим Винцерович Трипавлов вытащил оригиналы этих писем, в которых написано «Ногай». То есть, получается, просто послы или кто там, переводчики, толмачи перевели, по таким образом получается. Так что у них, как вы правильно говорите, никакого аргумента нету. Они просто работают на свою публику, свою паству. Вот там еще они утверждали, что Ногай не сформировались как народ. Ну, тут они, я думаю, путают слово «народ» и «нация». Ну, я хочу услышать ваше мнение. Да, здесь, конечно, все еще проще. Вот, упомянутый вами Вадим Винцерович, он совершенно четко сообщает, что Нугаи сформировались как народ как минимум в XVI веке. А применение термина Нугаи в качестве этнонима, а не сословного понятия, как пытается убедить неискушенного обывателя наши оппоненты из Казани, указал выше приведенном интервью порталу «Миллиард татар» и Илья Васильевич Зайцев. Ну, если этих, так скажем, личностей тюркологии, да, недостаточно, то для подтверждения наших контраргументов мы обратимся к такой же выдающейся личности, как Шабагуддин Марджани. Вот он совершенно четко определяет происхождение нагаев как раз из Золотой Орды. Я не буду эту тему развивать, я просто предлагаю обратиться к видео, которое недавно выпустил наш брат Алим Махсудов, да, где он четко разобрал, вот, про кого говорил Марджани, когда, значит, так скажем, разъяснял применение, правомерность применения там
этнонима Нуай по отношению там, к казанским татарам или к нуаям, которые живут в низовьях Волги, в Крыму, там, Кавказе и так далее. Поэтому Алим дал четкое такое вот, без всяких эмоций, этот видеоочерк. Поэтому всем желающим я предлагаю посмотреть еще раз эту его работу. Да, Алим Максутов у нас действительно молодец. Ну, можно сказать, компьютерная машина. Компьютерная логика у него. Это невозможно опровергнуть. Поэтому они пытаются ему не отвечать. Кстати, допереписная политика у них сейчас немножко отличается от современной сегодняшней политики. До переписи они пытались не обращать на нас внимания. Типа букашки. Им, видимо, хватало, как они выражаются, как они выражались. Фронтов. Сибирско-татарского, башкирского, астраханского там и так далее. Много у них фронтов было, вот они довоевались. И вот сейчас они решили, видимо, изменить немножко риторику, но старые вот эти вот гири им не дают дальше пройти, измениться, я так понимаю. У них же утверждение было, что у ногаев нет культуры. Попробуйте их разочаровать, пожалуйста, если у ногаев культура. То есть средневековая, там, современная, время советской власти. Да, действительно, продолжаю вашу эту реплику, да, план Шлиффена у них не удался. Война на несколько фронтов. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу, здесь также все достаточно просто по поводу культуры. Да? Татаристы, они на что претендуют? Я имею в виду идеологи татаризма. Они считают, что они являются центром тюркского мира. Даже придумали такое химерное выражение тюрко-татары. Вот, я не понимаю, как это связано, тюрко-татары, да? На чем они это обоснованы? Химерно такое выражение. Вот. И вот я еще раз говорю, они смотрят поэтому на всех свысока, ну, на что нет у них оснований.